Я хотел показать, значит, вот такую книжку. Есть ее скан в интернете. Есть ее скан в интернете, но там он только частично сканирован, в конце каких-то страниц не хватает. И это очень интересная вещь. Значит, это старинные тексты на идише без перевода на английский. Это антология такая вот, значит, с пояснениями, комментариями на английском, но без перевода. Старинные тексты, начиная с глоссов XI века до середины XVIII века, вот древний идиш. Вот, кому интересно, это очень напоминает подобные сборники про древнерусскую литературу, там моления Даниила Заточника, что там, это самое, повесть временных лет и так далее, вот такого вот рода тексты, которые можно сопоставить. То есть, конечно, там тематика тоже вот такого типа, но здесь очень интересно. Там интересная история вот именно старинной еврейской литературы. Рекомендую поискать и скачать. Кто не знает, где скачивать, я вам потом могу ссылку. Вот, но, к сожалению, бумажное издание более полное. По каким-то причинам вот его не досканировали. А, Кто хочет, может досканировать. Мне лень это делать, честно говоря. Сканировать очень трудно. Это надо фотографировать, поскольку просто сканер ее порвет. Книжка вот такой вот как бы формат, вот кирпич. Если я начну ее разгибать, то просто переплет порвется, поэтому сканировать нельзя. Для каких? Вот, Ольга пришла, значит, я показываю очень интересную книгу Джеральда Фрейкта. Это хрестоматия такая вот старинных текстов на идише, начиная от глоссов XI века до середины XVIII, и там всякие вот разные примеры, и рыцарские романы, и стихи, и проза, и мистика всякая разная, и медицинские рецепты там про кровопускание, то, что мы как-то уже в интернете обсуждали, там, с календарем, что в День Святого, вот видно, что евреи знали, в общем, в какой среде живут, что в День Святого Стефана вот кровопускание хорошо или наоборот, нехорошо, там, а в день Георгия Победоносца, наоборот, вот очень хорошо, то есть вот такого типа интересно. Но это с астрологией было связано, потому что по солнечному календарю считалось, что там эта процедура делалась. Ну, вот такая вот очень интересная штука. То есть там, кому интересно, скачайте, но она не досканирована, вот я сказал. Если кому охота скачать, досканировать и скинуть куда-нибудь там на пиратские сайты, сделать людям доброе дело, ну, пожалуйста, как у меня времени на это нету. Хорошо, открываем, значит, презентацию. Так, а я собирался... Что мы видим? Что вы видите? Презентацию. Видите ее, да, ну хорошо. Да. Я не совсем понял, что видно. Значит, смотрите, вот эта книжка, которая как раз Джеральд Фрейк приводит, довольно большой фрагмент, напечатана была в Вероне, в Италии, в 1595 году. Называется она, такой архаическая орфография, это Кибух, коровья книга, книга коров. Видимо, это считалось как... в то время еще был в западном идише как бы умляут, наверное, был, по крайней мере, прописано название книги. Смотрите, вот я показываю мышкой. Это Кюбух, то есть вот коровья книга коров. А что это такое, собственно говоря? Это басня.
за 100 лет еще до Лефонтена, ну, все наверняка по картинке уже узнают, что это и о чем в стихах. Размер другой, не такой, как у Лефонтена, но тем не менее в стихах. Значит, если начнем читать, орфография, конечно, тут древняя. Присутствует, кстати, претерит еще, простое прошедшее. Диалект западный идет, где немножко все по-другому звучит. Неопределенный артикль читается, хотя он прописан как айн, 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 на самом деле это везде а, то есть ароб, отгенумен, аштикл кэс, параганце варейт их дос лес, у нас балд эрденкэс наэр ном, флух до гин метем апогойхан бом. То есть ворон, но тут не ворона, а ворон. Взял кусочек сыра, а это я вам всю правду читаю. И как только взял, значит, залетел он с ним на высокое дерево. Ну и так далее, тут в стихах. Значит, смотрите, тут что разговорный язык был не такой, и вряд ли там был этот претерит, на самом деле уже разговорная речь выдает так называемая гиперкоррекция. В частности, вот тут дальше мы читаем, что лисица называется пфукс. Пфукс. Нет такого слова. Ни на идише, ни на немецком. Лисица фукс. То есть мы видим, что, в общем, автор, сочинитель этой коровьей книги, он подстраивался, пытался как бы восстановить какой-то в его понимании правильный архаический древний идиш, где вот было еще в каких-то диалектах это немецкое пф, или не было, но, в общем, он пытается себе представить, как оно должно быть правильно. Вот он пишет «пфукс». Из этого мы видим, что, в общем, тут применяется гиперкоррекция, то есть в разговоре, понятно, это был фукс, никакого пфукса ни в каком диалекте немецкого или идиша нет, и не могло быть. Вот, поэтому, в общем, говорил он, наверное, на идише гораздо более близком к тому, на котором сегодня мы говорим. Ну, картинка, всем известная, ворона и лисица. Задолго до Лефонтена, я не уверен, что по-немецки нечто подобное было, насколько я знаю, не было, то есть вот, смотрите. Причем источники там не только Изоп, но и индийская панчатантра, то есть достаточно интересные сборники. И вот возьмем фразу, уже на современном идише написанную, давайте попрактикуемся на сегодня. На практике что-нибудь с ней сделать. Вот ароб, ворон, в мужском роде, или акро, ворона. Кстати сказать, на идише в качестве синонимов есть и ворон тоже, а ворон, а ворона. От генома на штик кэс. Или аштикл, да, одер аштикл кэс. Sie ist herumgeflogen mit dem Appahoichen Boing. Ну, давайте по очереди спросим какой-нибудь вопрос. Вот Михаил с вопросительным местоимением «в». Кто? Попробуйте вопрос поставить вот в связи с этими фразами. Так, сейчас. Так, ну, про фразы про ворону вот эту, да? Да. «В». Ну, верзится ойфбоем. Ну, «Wer ойфенбоем. sitzt auf dem Bäum». Значит, auf Hoichenbäum, если с неопределенным артиклем, или Affen Hoichenbäum, да? Wer sitzt? Wer hat genommen? Was? Wer hat genommen? Павел. Штикл Кэс. Аштыкл Кэс. Так, теперь вот Ольга, попробуй что-нибудь составить тоже какую-нибудь фразу. Так, следующее слово вопросительное у нас «ву», да? Да, ву Получается. или вугин, значит. Тут есть такая интересная особенность, что в литовском идише вообще говорят аву,
вот с аву, диалектном литовском идише, и при этом аву это, или ву это где, а ви это как. А вот в украинском и польском, в общем, они звучат одинаково, и то, и другое как ви. То есть, если вы слышите речь украинских или молдавских, румынских, польских евреев, в общем, только по контексту можно понять, где, значит, имеется в виду вопрос где и где как. А вухин только в литовско-белорусском идише реально звучит как вухин, а в более как бы южном и польском вин. Или вообще одинаково. И то, и другое ви. То есть вот ви это и где, и куда, и как. Но в данном случае мы пользуемся литературным диалектом, да, вот вопрос ву. Где? Так, ну, если можно так спросить, wo hat der Rob gesetzt? Вот тут, значит, смотрите, это неправильный глагол, у которого прошедшее время образуется через из, и прошедшее время это сильный глагол gesessen. Wo Wo ist wo der ist der Rob gesessen? gesessen? Мгм. Wo hat er genommen Artikel Käse? Wir wissen nicht. Где он взял этот кусок флора, но мы не знаем. Как бы история это умалчивает. Где-то нашел. Вот weiß. Не, Эргец Гефунен, да? Где-то нашел. Эргец Гефунен Аштикл Кэс. Мгм. Следующий вопрос, Михаил Вифл. Вифл штик кейс хот гехат дер кро. А дикро, значит, ворона женского рода, дикро, а ворон дер роб. То есть либо так, но вот в этой книжке он ворон все-таки. А по сюжету это все-таки ворона, потому что женщина купилась бы налезть по внешности, а мужик нет. Логично, но вот тем не менее, значит, в этой книжке все-таки он ворон, конечно, ворона логичнее, да, ворона, и тем более лисица, на идише дер, фукс, лисица это лис. Ага. Значит, интересно, здесь я отмечу, есть суффикс прекрасный совершенно в идише ихе, то есть бер, берихе, волф, волфихе, фукс, фуксихе, то есть вот как по-русски, там купец, купчиха, этот славянский суффикс в идише есть, чаще всего употребляется либо с профессиями, то есть, например, либо даже иногда с фамилиями, например, у Шолом Алейхема есть там баба, которая пытается философствовать, она там называется Аристотелихе. Мгм. То есть в некоторых случаях у нас есть отдельные слова, например, гусь, гусь как раз женского рода, ганс, а гусак, агонер. Значит, качки, утка, а кочер это селезень. Или там агон, ахун, да, курица, петух. Но в других случаях вот есть такое ихе, то есть фуксихе, лисица, а фукс это лис. Значит, соответственно, вифолкес, год, дикро, геномен, аштикл. Ответ, да? Дерент ферес, аштикл. Вен, мир вейсенет, вен. Когда это случилось, мир вейсенет. И Нуралта Цайтен, да, в древние времена это случилось, Изопс Цайтен. Фар Изопен, да, еще до Изопа, нох фар Изопен. Издос Гешен. Вот Гешен тоже глагол неправильный, образует прошедшее время через из. Виазой. Как? Ну, что-нибудь придумаем. А тут виазой, да, получается? То есть Значит, как так случилось? Виазой, да, это как так, но, в общем, это стандартный способ постановки вопроса «как».
Вязой, то есть каким образом? А обычно так и спрашивают, да, вязой. А в украинском видишь, в диалектом это звучит взой, взой. И поэтому мы можем найти стихи, где нам может показаться, что ритм сбит, да, как бы, но лишний слог, вязой. На самом деле у автора это взой, одним словом. А в письме получается аж три, ви, а, зой. Ну, вязой, год, декро, генумен, штикес. Как же так вышло, да? Вязой из зи, руф, geflogen, бой. Или ви, просто ви. Ви зи гезесен. Зи из гезесен, а побой. Следующее вопросительное местоимение, такое вот, оно заимствовано от славянских языков. Восфар, а что за? Восфорофикес, восфорофойгл. Восфорофойгл, какая птица? Да? Восфорофойгл, окро. Восфороплац, вузизгизасан, обоим. Ахойхер, бой. И фарвоз. Почему? Некоторые пишут по отдельности в стандарте Ива. Мы и Форвардс, и Биробиджан Штерн пишем слитно. Ну вот есть такая иногда вариация, когда абсолютного стандарта нету, потому что в советском языке писали слитно Форвоз. Я считаю, что имеет смысл так писать. Форвоз почему? Форвоз от Декро, генома наш Кэс. Форвоз от Декро, генома наш Кэс. Упцуэсен, да, съесть. Упцуэсен. А тоен zu sein, zu versuchen, попробовать. А байстон, куснуть. А цубайсен, да, закусить. Байсгебн цу, да, то есть немножко закусить. А байстон цу. Фарбайсен тоже закусить, есть такое слово, но фарбайсен это именно закусить, как правило, какой-то горячительный напиток, есть такое слово, фарбайсен. Вот, но это основные вот вопросительные местоимения. Еще есть велкер, который, восерер, который из. Ну и в общем, в основном вроде как все. When, когда, что еще у нас осталось? Вифл. Вемен, кому, кого. Которая сокращается в диалекте, когда вем. Кого? Вем. Вем. По der Fuchs. Der Zen. Affen Boy. Да? Кого лис увидел, лисица увидела на дереве. Вот, ну, в общем, вот, ну, давайте еще одну фразу какую-нибудь. Вот Ольга попробуй еще придумать, допустим, со словом «фарвоз». Ага. Так, ну можно еще насчет сыра спросить, да? Ага. Парвоз аштикал кезе ход дер роб геноман. Парвоз от дероб генома наштыкал кез. Кез, не кеза, кез. Значит, вот мы обращаем внимание, что идиш он больше коррелирует, скажем, с баварским немецким, где очень часто гласная в конце уходит, отрывается, ее нет там. То есть, вот, например, да, день, дни, тог, тег, а не как там будет по-немецки, тега, да, тег, и так далее, кэс, аштык кэс. Варвоз, одероб, дикро, геномен аштык кэс. Ды вороны, вороны совершенно хорошее нормальное слово, тоже синоним. Ворон, ворона. Дикарге можно сказать? М? Дикарге можно сказать? Карге. Карге можно сказать. Декарге кро, декарге ворона. Да, да, ворона. Мгм. Вот, ну вот так. Значит, переходим теперь. Что у нас? Ну, переходим к Новому Риму.
Ольга. Ага. Так. Это у нас Лурье, да? Мгм. Опять. Да. Ага, так, сейчас. Минуткеле. Так, сейчас я у себя просто открываю, у меня так удобнее. Так, прямо сверху мы читаем, да? Да, я Ин, сейчас вот пытаюсь убрать вот эту вот какую-то плашку, которая у меня висит, все заслоняет. так, ну вот просто я открыла отдельно презентацию. Ага. Имциму из Балт Штил Геверн. Значит, в Геворон. комнате, Геворон. Геворон. В комнате вскоре стало тихо. Угу. До Дост Мейдл, Мейдала. Мейдала. от Онге Уфгехерт. Уфгехерт. Унгехерт Вайнен. Значит, Вейнен. 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 Вот пока я не всегда могу понять, где А, где Ну вот Р. надо запоминать, потому что здесь корреляции, вот сколько не пытаются лингвисты понять, почему из древневерхненемецкого, там, где вот и, как бы и там было длинное «и», насколько я понимаю, 1000 лет назад, вот выдержка то «эй», то «а». Это до сих пор открытый вопрос, в общем, непонятно. Причем во всех диалектах одинаково, что вот действительно одинаково «эй», «а». То есть, например, вот «хейм», Вейнан, вот Вейнан. То есть, ну, в общем, надо запоминать. Мгм. Так, девочка, ну, наверное, перестала плакать, да? Перестала. Увгегерт, да. Увгерен перестать. Ага. Ungefähr. Так, Уфгегерт, уфгегерт, уфгегерт. Ungefähr. А, это ауф немецкая, да, Да, понятно. да, да, которая выдержи уф, и, кстати, в украинском диалекте ив. Было бы ивгегерт. Так, м, ун, так, шефл, ун Шептл, шефл, шептл. я временно путаю, ун шефтл, ход, ви, эпес, зайер, Зейер, зейер. зайер, ой, ой, ойгес, Эйгенс, эйгенс. Their agents, der, der Kent, Elkes, energische und Лайк, leichte, leicht, лайк, да? Tritt. Трит. Так, и Шефтл, как обычно, Нет, наверное, как да? свое собственное. Как свои собственные. Как свое собственное. как свое собственное узнал энергичную походку и Энергичную легкую и легкую походку Элки. походку Элки. Ага. Так, дальше. Угу. Э, так, Элке ход Гефнет Дитир. Geöffnet. Вот тут отличается от немецкого тоже. Geöffnet. Und, und ist geblieben, Geblieben. Ну вот я говорю, что звучит как geblieben, именно практика. Geblieben. Stehen. stehen, etwas, Угу. так, verloren, Verloren. Угу. äh, einem, Иным. Иным. иным, так, иным, äh, Hallen, Hellen. Hellen. иным Helen, zu Циценом. Циценом. Циценым, холо... Халату. Халату. все, так, теперь понятно, что халат. Так, Ну, значит, халатик. так, Элка отворила дверь, и
осталось стоять Несколько растерянный. geblieben, потерянная, да, с потерянным видом в каком-то там, наверное, цветочном халате, да, у В нас, ярком, по-моему, было. heller это яркий. Да, In dem hellen, в цветочном халате. нет, ситцем, ситц это материал. Цицец, циценым, ага. Ситцем, Так, в ситцевом ситцем. халате. Мгм. Так, им коридор, в шефтл из геш, гешта, Gestanden. гештанен, Мгм. гештанен из гевен финстер, из Мгм. гевен финстер. Und sie hat ihm nicht derkennt. Мгм. Так, в коридоре, где стоял Шефтл, Финстер это окно, наверное, да? Нет, Где было темно. Окно фенстер. Фенстер это темнота, да, была темнота, да, Финстер, это ж песня у нас была. Была темнота, и он ну, не мог ничего Нет, рассмотреть. она его не узнала. Sie hat ihn nicht erkannt. Она его. Sie Понятно, hat она ihn. его не... Если бы было у нее, то от sie, да, здесь sie hat ihn nicht erkannt. Мгм. Так, Здесь, дальше. кстати, надо будет в следующий раз сделать табличку всех сильных неправильных глаголов, которые и прошедшее время образуют через is, а не haben, да, через sein, а не haben, и при этом прошедшее время как бы нетривиальное, то есть stehen, gestanden, sitzen, gesessen. Мы летом еще когда-то эту тему обсуждали, даже где-то была эта таблица. Вообще общее правило – это наиболее распространенные глаголы движения и состояния. То есть бежать, прыгать, лететь, идти, стоять, оставаться. Мгм. Так, zuwemmen darft ihr И hat sie Afrag getan. рег. Вам, Афраг Гетон, да. Кому вам задала она вопрос, да? Да, кому вам надо? Кому вам надо? Да, Ага. это надо. Кому вам надо? Кому вам надо. Фун ир фреген. Праге. Ага. Фун ир фраге хот шефту sich лехтелн. Лахлутн. Это интересное слово, которое из древнееврейского. Оно должно писаться в его стандарте совсем по-другому, через хэс. Ламет хэс, ламет вов тес. Нун лахлутн. Совершенно. Совсем. Совершенно. Фарлойрен. Фарлойрен. И от этого вопроса Шефтл вообще совсем растерялся. Да, ну дальше, Михаил. Так, сейчас найду я. Так, Мекон, это Хмайн, Хмейн. Хмейн сизнит шпет, хот швер, ибер, ибер, Хапендик. Ибер Хапендик. ибер, хапендик, ой, Демотом. Dem Ottom mit der Heiserik Геворонер. Geworoner Stimm gefragt. Ну, так, сейчас посмотрим. Можно ли мне войти тут, наверное, да? Но он как бы вот стесняется. Он говорит, можно, в смысле, не поздно. Не поздно, спросил Вот есть как бы он. троеточие. Что-то Медами там кон, хмейн, сизнитшпет. То есть чуть можно как бы
тяжело переводя дыхание хриплым Main голосом. в смысле, да, я имею в виду, как бы можно, в смысле, не поздно. Он тяжело, да, переводя дыхание, Медерхейзере Геворен Штимгефраг, охрипшим. Гейзерик это хриплый, Гейзерик. Хейзерик Геворен Штимгефраг, значит, охрипшим голосом спросил. Так, Цумир, восход пассирт. Пассир. Да, Ко ко мне мне? что случилось? Да, что Мгм. случилось? Так. э, Soll sein, as sie derkennt, mir Деркент, nicht. Деркент мехнет. Derkennt mich nicht. Nor ist sich ois drein. Ойс Дрейен, Ois drein und Авеген. weggehen. Паст. Passt schon nicht. Мгм. Ну, что, неужели она меня не узнает? Вот, наверно, это имеется Ну в да, виду. то есть вот Золзайн, как бы в данном случае это не желательное наклонение, а такое вот сомнение, как бы, как это, может быть, может ли быть, что она меня не узнает? Но сейчас повернуться и уйти он уже не смог или как-то так. А не годится. Паст не, паст шайны, то есть уже не годится. Паст нет, не годится. Не пойдет. Так. Sei endigt nicht Зайндик, нет герен, mit sich, gern mit sich, ist Schäftel mit zu це тумалте, zu Tummelte, це тумалте, zu це Tummelte тумалте. schwere Tritt. Nicht sicher Адурх, Adurten. Adurch, по-моему, да? адурх. Adurch dem vier Фирхойс, фирхойс. Firhuis und так, Форчепендик. Farchepindik sich так, Индершвел, in der Schwell а Цешрейтер, Ацештрейтер, Цештрейтер, Rein ist gut. Так. Балойхтенем. Балохтеном, Квейном, Цимеров. Угу. Будучи, Так, я только понял, что он ходил по комнате там. будучи неуверенным в собой. Зайндик Герен. Герен это как бы желать или иметь желание, то есть будучи неуверенным самим собой, в самом себе. Мы бы по-русски сказали, да, но буквально будучи неуверенным в собой, Шефтл, Цитумалте это, как это по-русски перевести? Невозбужденными, а как это лучше перевести? Трит, то есть какие-то громкие, эти Ну, тяжелые потому шаги, что ли? Там, Тяжелыми в данном шагами, случае, да, как бы, наверное. в общем, такими вот неуверенным тяжелым шагом, неуверенный, еще раз другой синоним, нидзихер, да, неуверенно, а дурх, вот смотрите, здесь хороший пример того, что мы на прошлой неделе обсуждали, приставка глагольная, значит, без глагола. А дурх это во многих диалектах, особенно в украинском, они же говорят не дурх гигангена, а дурх. Вот а добавляется, а дурх звучит, причем это в диалектах адорах или адерх, или адерх даже, это смотря где.
Вот, значит, и Зихар Адурх Дем Фирхойс неуверенно прошел прихожую. Фирхойс, смотрите, Фирхойс – это прихожая. Фирхойс – дом, да? Фир – это как бы перед чем-то, приставка означает. То есть Фирхойс – это прихожая. То есть он неуверенными шагами прошел прихожую, fortschreppende sich in der Schwell, и цепляясь за порог, не цепляясь, а оступившись. То есть, да, буквально как бы уцепившись, но имеется в виду оступившись о порог, ацештрейтер, как бы запутавшийся, а райн, опять, вот смотрите, приставка без глагола, да, вошел, а райн, in gut beleuchteten kleinen Zimmer, в хорошо освещенную маленькую комнатку. Дальше. Так, понятно. Дальше. Доход элки зих. Доход. Да, доход элки зих. Ось гидрайт. Гидрейт. Ось гидрейт цу им. Гиблибен ин регештейн. Это у нас Зуези. Визи Волт. Это Ви, там Ви. Визи Волт нит. Так, Глейбен. Гиглейпт. Геблейт. Он метамол. Ойс Геруфен. Ойсгеруфен. Ну, вот и тут Элка повернулась к нему и что-то там застыла. На мгновение застыла. Да, Геблим Эйнрега Штейн. На мгновение застыла, как будто бы Визи Волт Нит Геглейт, будто не верила своим глазам, Дейгена. Ой. Так. Видно? Видно, да. Ну, теперь Павел. Да, в общем, она воскликнула, вот на этом мы и Да, закончили. значит. Sie hat sich gelost zu ihm mit euch gestreckte Ну, там Hand. еще возглас. Шефтл. Schäftel. Sie hat sich gelost zu ihm mit euch gestreckter Hand und von Ungerechtigkeit, von Verlorenheit, von Zertummeltkeit hat bloß der Lang die Hand. Она бросилась к нему с распростертыми руками, и он от растерянности, что ли, опять от растерянности. Неожиданности, в общем, да. От неожиданности, от растерянности, от цитумалкает. Ну, вот как бы от возбуждения. Ага, от возбуждения ей всего лишь протянул руку. Угу. Ага. А Фейнреге из Элке geblieben in
Vergelegenheit, Фарлайн. Verlegenheit. Sie hat über sich gleich, sie Gleich. hat über sich gleich beherrscht, genommen sein breite, bekannte Hand und stark gedreht. Гидрикт. Gedrückt. Ага. На одно мгновение Элка так geblieben Ну, в растерянности. да, осталась одно мгновение Элка пребывала в растерянности, однако же быстро овладела собой, взяла его широкую знакомую руку и крепко ее сжала. Пожалуйста. Пожала. Schäftel sehr, das bist du, bist geworden Nasa, als ich wohl dich gar nicht erkennt. Schäftel, смотри, ты стал таким, каким я Я бы тебя не представил, никогда не узнала. Не узнал. Я бы тебя не узнала. Таке, hat Schäftel Afir getan mit dem Axel. Так уж Schäftel повел плечом. Мгм. Nein, sie hat sich ihm azoi beschummäufen nicht vorgestellt. Нет, она таким азой бешумойфан, вот, не знаю, что такое. Никоим образом. Это ни в коем Ага. случае. Ни в коем случае. Да. Таким она его ни в коем случае не представляла. Hat sich vergedenkt, Asa, wie sie hat ihm gesehen, dämmelt. Wenn ist verblieben allein, der letzte Individualaffen-Hutor. Так, сейчас. Он ей представлялся таким, каким она его знала прежде, что ли. Видела тогда, когда он оставался единственным. Оставался один, последний индивидуальник на хуторе. Угу. Ну, то есть, вот все как бы вошли в колхоз. Все вошли в колхоз, а он остался, да. Да. Ständig, wenn sie hat Nora Tracht getan wegen ihm, ist aufgekommen vor ihre Augen in dem Aussehen, wie sie hat ihn getroffen, dämmelt, lebendem, verschneiten Gorten, mit den zerfrorenen Schlitten gespannt in ein Pferd. Aha. In einem alten zerrissenen Pelz, in einem gekrochener Hosener Hut, in zerfrorene mit Streu, Saloma, mit Streu versteckte Wolkes und es hat ihr wehgetan, das Herz vor ihm. Так, последний индивидуальник на колхозе. Так, Не на колхозе, а на хуторе. Ну, на хуторе, да, Штендик. Всегда, когда она только когда задумывалась о нем, он вставал перед ее глазами в том виде, в какой она встретила его тогда возле Форшнейтен какого-то сада. Заснеженного сада. Заснеженного. Можно было догадаться. Возле заснеженного сада с разъезженными санями. С разъезженными санями.
гешпант, так, сейчас, секунду, запряженными Одной в лошадью, в одну лошадь, ну, одной лошадью. да, в старом оборванном пальто, Рваном, ну, тулупе там ну или как. тулупе, да, или оборванном рваном тулупе, в, так, в изношенных, что ли, заношенных, затасканных, Нет, значит, а, из расползшейся, то есть, ну, вот э, тоже старой мгм, заячьей шапки. мгм, в заячьей Грохнан, шапке, Козанар, Коза заяц, да, Козанар. ага, Гозенергут в заячьей шапке, це, це Раз, форене, раз, мечты, ну, тоже разъехавшихся, типа мгм, расползшихся, разъехавшихся заткнутых заткнутыми, да, соломой соломой. валенках. Э, Воликес это валенки, да? Это Ага. валенки. Да, то есть Мгм. в каких-то рваных валенках, заткнутых соломой. Мгм. Да, и у нее Звейгтон Досгарсфарим. У нее болело сердце за него. Ну, то есть вот он ее вот так в нее влюбился, в общем, Мгм. видимо, на нее большого впечатления не произвел. То есть вид у него был такой вот, как сегодня мы сказали, Оборванный достаточно. бомжеватый, да. Так, дальше продолжаем. Ну, А, можно Ольга, и потом уже мы стих тогда разберем. Сегодня как-то быстро мы идем с этой страницы. Ольга, Ольга нас слышит? Ольга. Так, Ольга куда-то от нас убежала. Ну, тогда Михаил. Так. Itzt hot elke gesehen vor sich гор аз Анандер Шефтл. Анандер Шефтл. Теперь Элка увидела перед собой совсем другого Шефтла. Эрхот Афиле ойс гизен хехер, что ли, хехер штаутнер сихот зих Господи, ну гефилд вот не нужно акцентировать, я уже говорю, сход, сот. Он соцах, соцах. социх гефилд везен Везент, да? э, так, эн, так, Эндерунг, эндерунг. Änderung ist In äh, sein. sein Halten sich halten sich und hinaus. in aus. Он выглядел повзрослевшим, что-то выше ростом, стройнее Но и он чуть даже, да, он даже выглядел выше, нет, не повзрослевшим, но он выглядел повыше, теперь повыше. более статным, шталтнер, то есть таким представительным, более представительным. Чувствовалась А какая-то существенная перемена во всем существенная его перемена в облике его осанке, Зайнхалтензах, и во всем, hinaus. и во всем, да, тут То есть такой стал представительный человек. Das hat sie der Freit Угу. und sie hat sich viele in der Stil über, übergenommen, Genommen. was ist geworden, Аза. Ну, это ее обрадовало, и она как, молча про себя отметила, каким он стал, что-то такое. Ну да, значит, это ее обрадовало, и она даже про себя, как бы вот она ее это проняло, то есть каким он, вот каким он стал. То есть она так поразилась, да, что вот какой он, оказывается, стал теперь. Ну вот так. Почитали сегодня бодренько целую страницу. Это, по-моему, в первый раз. Растем, да. Вот, стихотворение. На этот раз про него есть у меня особая история. Ко мне обратились люди в
в 2022 году обратились люди из Уфы с вопросом, кто, значит, говорил на идише в Уфе и вообще, что там происходило интересного. Вопрос был о революционной деятельности в начале 20 века, кто там был, значит, из идишеязычных революционеров, вот стали копать. И мне стало интересно, а кто там был в разные времена, как бы, оказывается, еще в 80-е, 90-е годы, и до сих пор там есть какие-то люди, которые на идише говорят. И вот среди известных, значит, еврейских деятелей выяснилось, что был такой поэт Гершель Цельман, который, по данным исследователей, якобы вот пропал в Уфе. То есть, как мне говорил, как поэт Мойша Лемстер, его земляк из Бессарабии, из Молдавии, мне сказал, значит, фарфолан in Уфа, то есть вот терялся в Уфе, там, окующий такой диалект, если кто не знает, в южной части Украины и в Молдавии, Румынии, Тотем, Момат, Содик, Кодеш, Зугана, Кодеш, то есть, ну, вот такой вот. Так, короче говоря, что было. Я очень быстро тогда выяснил, что, оказывается, ВКонтакте я нашел Цельмана, стал смотреть, Уфа и Цельман, нашел его внука. А внук мне сообщил, что, оказывается, сын этого поэта, он просто поменял фамилию еще в советское время, там какие-то 50-е годы, на фамилию жены Нафонин. Он Афонин, значит, поэтому он как бы в нем где-то не высвечивается. А у него дома есть все, сохранились рукописи отца. И, соответственно, целый сборник стихов я тогда перевел и продолжаю переводить, когда время есть. Там у него еще письма, рассказы. В общем, человек был очень интересный, выдающийся поэт, действительно выдающийся, который до войны был таким вот очень энергичным, много у него шуток, много эротики, всяких таких вот юморных приколов. Например, у него есть стихотворение довоенное про то, как королева Изабелла испанская, которая, как мы знаем, выгнала евреев, а на самом-то деле, вот его стихотворение, на самом-то деле она была влюблена в какого-то еврея, который ее отверг, значит, и вот поэтому она так возмутилась, что такие его плохие. То есть, ну вот много очень такого смешного, интересного, очень живого такого. Вот, он был большим фанатом Ромена Ролана, еще что интересно, потому что хорошо знал французский, но он у него румынский был, понятно, родной второй, помимо идиша. Романские языки хорошо читал, осваивал быстро. Вот, так, короче говоря, что произошло? Во время войны, поскольку он был писателем, на фронт он не попал. Попал он в дорожно-строительный отряд, значит, они строили, восстанавливали железные дороги на Урале. Потерял он одну его сестру, значит, расстреляли в концлагере, вторая сестра умерла. Нет, умерла от тифа, значит, отец умер непонятно где, в командировке во время войны ехал в поезде и умер от какой-то болезни, то есть, ну, в общем, там ужасная совершенно семейная история, поэтому после войны он просто остался вот в этом, работать на железной дороге, тихо, спокойно, что-то еще писал какое-то время на идише, но потом просто исчез со всех, в общем, как бы ни с кем не связывался больше, все это лежало в столе, воспитал сына, ну и вот так. Вот, замечательные стихи писал, но, конечно, мрачные. Послевоенные его сборники по сравнению с довоенными просто день и ночь. Ну, можно догадаться, что один и тот же человек написал, но как бы вот до войны это веселье, цыганские, как бы он себя представлял таким вот еврейским цыганом, ярмарки, там, значит, девушки, все вот такое вот, все веселое, таким вот богемным разгильдяем, бабником, то есть он себя вот представлял, как бы, а после войны у нас как бы депрессия. Ну вот стихотворение прочитаем. Ну, конечно, посыл-то положительный, но видно, что ему было очень тяжело. Так, ну, Ольга начинает тогда читать. Меня слышно? Скажите, пожалуйста. Слышно, отлично.
Все, отлично. Это у меня, видно, что-то со звуком было. Так, мото. Это, наверное, девиз, да? Да, Вер слехт, slept, а slept. лепт, да. Вер слепт асах лебнес, Lebens, э, лебенс, э, дер шмор, starb, starb, starb. дер штарбт асах мол. Ой, Мол. асах мол. Так, кто живет множество жизней, Много жизней. тот Вот, умирает много раз. да, но вот такой вот девиз, в общем, не веселый. Мгм. Так, Хеллер, Верт, фун Шарфер, Шверд, Дим Ди, Мизрах, э, Дим Мизрахшайн, Мизрахшайн. Мизрах это Мизрах, восток. Мизрахшайн. Шейн. Шайн, шайн. Здесь шайн. Шайн это свет. Так, светлый, наверное, да, Хеллер? Светлее становится. Становится Светлее становится. Тут, значит, он уникален, Цельман уникален вот таким вот очень короткими строками, намеренно разрывающимся, меняющимся размером. Это у него абсолютно все намеренно. То есть стилистически переводить это было очень интересно. Я весь его сборник перевел, как я уже сказал, но, в общем, очень интересно, потому что вот такие буквально двухсложные, трехсложные бывают у него строки. Значит, становится ярче острого меча. От острова, это по-немецки шверт, но через Т это меч. Это оно? Шверт, да, меч, да. Ага. Светлее становится от острова меча. Нет, это не от, это значит ярче острова, становится ярче острого меча, то есть ярче, чем острый меч, а Остров, так, ярче острова меча. восточное сияние, то есть это Мгм. ну, свет рассвета. Ага. Так, штеркер, Штаркер, штаркер, штаркер. Starker noch von alten Wein, Вайн. alten Wein из от Одер. Oder drank und mein Gesang, mein Gesang sein. Так, и сильнее Крепче. еще, Ну, в данном случае крепче. Крепче, И- чем еще крепче старого вина. Что крепче старого вина? Одер. Вы Значит, помните, вот это как бы вот это давление, дранг. это давление, этот натиск, и моя песня будь, да? Быть, да, то есть вот такой посыл очень позитивный, да, очень положительный, но видно, что это у него через боль, через тяжесть. Мгм. Зайн. Красиво. Очень красиво, да, он вообще гениальный поэт. Прям как меч стихотворение, такое вот лаконичное и резкое. Да, так значит. Ну вот дальше Павел. Then dem Tag vergeht, der Ritschke Weh und das Vergehen. Gewein, vergehen, die Ritschke Weh und das Gewein von Kind und Kate und alte Freit, was nicht vergeht, zu mir der geht. Быть и видеть заходящий день, уходящий день, речка. Так, а тут я что-то, по-моему, надо проверить. Я не уверен, что... Dem Tag vergeht. Нет, тут Talk for Game все нормально, значит. Следующая строчка, там я что-то перепутал. The речка Way. Это я чего-то не то. The речка Way. Я потом проверю. Я тут какую-то опечатку допустил, значит, надо проверить. Видимо,
Мгм. Деричка, Речка. Речка, да, речка это наверное? речка, да, речка Ага. вообще большая река это Тайг, речка это маленькая Мгм. речка, речушка. Значит, речушка, Веет, наверное, вей. Веян. Вот веян, это может быть веет. Она веет чем-то. Я встречал такое. да, веять может быть, да, да, речка Вей может быть, да, веяние Да, речки. речка веет, и это повеяние. Повеяние, что ли? Нет, это Поветрие. нет, Гивейн это плач. Гевейн, этот плач фон Киндон Кейт. Киндон Кейт, всего на свете. Киндон Кейт это устойчивое такое. Мгм, Киндон Кейт как бы это всего на свете, да, от малого до большого. мгм, мгм. Э, И старая, и Радость. старая радость, и Которая не которая проходит. не проходит Но ко мне, ко да, мне приходит приходит. ко мне Ко мне приходит. приходит. Мгм. Вот. И теперь Михаил. Так, сейчас, секунду. Так, Дергейту Дишу. Мгм. Вен ойф ди кро. Ойх Ой, Депро. это ворон. Вот Кро. ворон. Мгм. Фарбейт ди фарб. Фарбайт. Фарбайт. Фарбайт ди фарб. Унди ди Унду. штор. Ду Унду ди Душтарб. ду штарп. Гибойрен вер un ойп zu schwer. Soll sein, dein Гойро. Гурау is ойф mein. Ойхмайн. Ох, что-то настанет час, когда ворона окрасит чего-то, да? Значит, бывает, настанет, придет час, когда даже и ворона, ойх декро, изменит свой цвет. Мгм. А А ты ты, умрешь? а ты Да. умри, вот повелительное А, наклонение. Ты умри а и ты... снова родись. Мгм. Гебойрен вер. Он дудуштар, гебойрен вер. Значит, а ты умри. Гебойрен вер, родись. Гебойрен вер. Унойпцуш вер. И если слишком тяжело, пускай, зонзайн. Дайн горел из ойх май. Значит, твоя судьба, она также и моя. Вот такое очень интересное стихотворение. Не, здорово вообще. Классно. Да, и у него все стихи вот такие вот. Но у него есть ода Сталину, она достаточно примитивная, значит, такая в духе, в общем, того, что писали Сталиниады. У него вот есть такое стихотворение. Есть патриотические военные стихи, которые там месть, значит, месть фашистам, такие вот достаточно, ну, простые, соцреалистические. Но в основном вот такие вот очень интересные размеры, очень интересные образы. И чувствуется, конечно, что он пытается вот увидеть в себе этот положительный заряд через боль, там, через ужас. Гениальный совершенно поэт. То есть, ну вот так оказалось. Причем самое интересное, что как такая мистическая даже есть в этом нотка, то, что, в общем, вот он обнаружился ровно через 50 лет, как раз после его смерти в 72 году. То есть ко мне обратились, я так смотрю, да, вот ровно 50 лет после того, как он умер, жил он, как мы видим, это был и родился в 1912 году, умер в 72-м. И как раз вот ко мне обратились как бы, с идишем в Уфе, и вот я его нашел, мне прислал сын его, все его там, ну все, что сохранилось, рукописи, там и письма, и заметки, рассказы и награды его, там, и какие-то, значит, грамоты, ну все, что положено, в общем, вот мне он прислал. Ну вот у него очень интересно, то есть как бы с одной стороны есть у него стихотворение, где с ним тайга говорит, то есть тайга это живое существо, такая вот мать-земля, с ним говорит и благословляет на бойцов на то, чтобы, значит, на войну с фашизмом, при этом так смотрит печально тайга и удивляется, как бы, а зачем люди друг друга убивают. То есть у него вот как бы вот этот вот позитив и настрой такой патриотический, и видно, что он накладывается на очень тяжелую внутреннюю такую боль, потому что, в общем, ну, там семья его
как бы те, кто попали в эвакуацию, все равно умерли, то есть там от тифа, там от каких-то болезней, то есть, ну, в общем, все это было очень печально. Вот такой поэт очень интересный, которого мне удалось найти. Насчет Вэй, естественно, я это все переписал на современном стандартном идише, потому что в оригинале у него такой подчеркнутый диалектный бессарабский идиш, что тоже интересно, конечно, разбираться, к счастью. В общем, я имел возможность слышать такой, как говорят на таком языке. Кто знает, значит, в Фейсбуке есть такая группа «Идиш, любовь моя». Мгм. Там очень много собирается бессарабцев. Звучит это очень смешно, они все настаивают, что вот не писать ни в коем случае еврейскими буквами, потому что еврейский алфавит, они передает вот эту сочную, живую речь. То есть они там говорят, не дай бог, пишут «ун», какое «ун» там, «ин», «иканье», «оканье», то есть вот только так, а иначе это вообще непонятно чего, это какие-то там литваки, вообще непонятно кто, говорят, это нам нафиг не надо, потому что ну, у нас там. Все вспоминают какие-то очень светлые дни, живут там кто в Израиле, кто в Германии, кто где. Вот, но вспоминают, как было прекрасно в советской Молдавии, значит, и там какое было вино, какие были арбузы, там какие были дыни, то есть вот такого больше нигде нет и не будет. То есть, ну, в общем, у них вот эта солидарность, такое землячество молдавское, оно процветает, и это касается диалекта тоже, что вот нет, как настоящий идиш, это только такой. Кстати сказать, у Льва Беринского, которого можно будет потом тоже обсудить в другой раз, это иногда бывает. У него в оригинале диалектизм, но он человек очень грамотный. Это сегодня один из старейших поэтов, который еще жив, к счастью, из Бессарабии. У него иногда вот эти диалектизмы, он их так вставляет, чтобы было видно, что да, как бы я бессарабский автор, вот, вы это помните, но он как бы систематически этого не делает. И Цельмана довольно много. Мне пришлось подровнять немножко его текст, потому что ну, есть, конечно, ритм диалектный. Вот ОО, там, где в литературном идише А. Вот такой очень интересный. Вот, насчет Дерички Вэй, я потом проверю. Просто рукопись проверю, потому что у него иногда и в рукописи бывают встречаются опечатки, потому что какие-то тексты он писал во время войны, там наскоро где-то там в тетрадке, то есть, конечно, там было не до внимательного отношения к тому, что он пишет. Могу потом ради интереса вам потом скан какой-нибудь страницы прислать. Может, попробовать, кстати, сами разобрать, если интересно. Интересно? Рукописный текст? Ну, было бы интересно. Рукописный, Сколько видел. причем он рукописный еще и диалектный, так что это интересно. Рукописный тяжело разбирать, конечно. Ага, Пару ну, раз видел, но это очень трудно. надо тренироваться, да, это, в общем, дело такое непростое. У нас было одно время специальное занятие, мы с Любой Лавровой вели, вот, по чтению расшифровкой рукописи. Когда это диалект, и бывает еще просто прекрасное, в кавычках, один случай у меня был, когда я просто отказался переводить, это был почти как анекдот. Мне прислали письма довольно известного человека, Исидора Зингера, автора англоязычной старой еврейской энциклопедии, который в начале еще 20 века переселился из Чехии откуда-то или из Моравии в Америку. У него это был уже в то время, фактически мало кто говорил на идише в всех краях, у него написанная еврейскими буквами смесь баварского немецкого, местами с идишем, местами с древнееврейским. Но на фоне этого там несколько писем написано стенографией, я так понимаю, его собственного изобретения, которые понимали только несколько его друзей. Когда мне это прислали, как бы я посмотрел, сказал, нет, ребята, это
тратить годы на то, чтобы там расшифровывать все иероглифы, это как бы нет, не надо. То есть я спросил тогда у одной девушки, которая писала, американки, которая писала диссертацию, и где там одна глава у нее в диссертации посвящена стенографии на идише. У меня, кстати, есть учебник стенографии, но это стенография, которая имела действительно место быть. Среди там каких-то старых журналистов, которые учились быстро записывать там интервью, да, стенографию. Именно. Стенография на идише. У меня вот Мгм. сходу я, может, не найду эту книжку, но есть у меня такой учебник стенографии. Так, ну там, по крайней мере, я сравнил. У него явно другая система. То ли он сам ее разработал, но никто не знает, что. Я спросил этой девушки, что как бы послал ей письмо, сказал, что вот как бы вы можете это разобраться. Она говорит, нет. Я написала в диссертации про стенографию, но читать вообще я ее смогу только, может быть, если там через 20 лет стану профессором, тогда я смогу это читать. Пока я просто описала, что такое было, но решаться это понимать я не хочу. Вообще стенографию сложнее, чем писать на самом деле. Я пробовал, Стенография — изучал это одно самые время, да. натуральные иероглифы. Там каждое слово Мгм. записывается вот такой вот закорючкой. То есть, если нету ключа, и на основе там каких-то 2-3 коротких текстов, вообще без шансов. Мгм. Так что бывает вот такое. Ну, рукописные, конечно, почерка бывают жуткие. У меня был случай, одно письмо разбирал день или два, потому что там оно было заляпано. Написано, как курица лапы, заляпано, залито то ли вином, то ли я не знаю чем. Ну, бывает такое, да. Вот. Ну да. Иногда Ну, по-русски ты не наверное, разберешь, что если написано. стенография, скорее всего, не хотел автор, чтобы его письма читали. И, может быть, действительно не стоит их расшифровывать. Я не думаю. Я думаю, что у него просто была игра такая вот с этой стенографией. То, что Ага. я прочитал, в общем, секретов там больших не было, просто семейные споры с каким-то родственником, который деньги кому-то был должен. Ну, вот такая вот ерунда, то есть там ничего такого вот интимного и скандального нету, просто, ну, э, видимо, он разработал свою систему стенографии, сам ее и выучил, и там с парой друзей вот так переписывался. Я не думаю, что это что-то такое интересное, действительно. Вот. Есть исследователи этого Исидора Зингера, вот как раз я внес как бы какую-то лепту в расшифровку того, что он писал, ну, да, все достаточно банально. Но язык того, что как бы написано еврейскими буквами, там, конечно, шикарно. То есть это большей частью относительно литературный немецкий, с местами, ну, все-таки мы говорим о Австро-Венгрии, да, вот этой Чехии и Баварии, там еще и баварские словечки специфические. Остатки идиша, потому что, в общем, ну, тогда уже перестали евреи учить. На идише говорили на суше, немецко-еврейском. Ну и почерк там тоже не самый лучший. То есть вот все это в комбинации, конечно, прекрасно выглядит. Совершенно чудесные письма, которые мне доводилось читать, это писал до самого начала войны, весной 1941 года, писал, по-моему, он служил уже то ли старшим лейтенантом, то ли даже капитаном, там, ну вот молодой офицер на идише писал письма маме с маньчжурской границы, он был пограничником. И содержание там, конечно, такое вот, что у него были соседи в комнате, он жил, значит, с какими-то там солдатами, тоже, я так понимаю, что евреями, которые после демобилизации решили это отметить тем, что стали по бутылкам стрелять из винтовки прямо в комнате. Вот она описывает, что устроили такой концерт, значит, расстреливали бутылки из винтовки. Вот, потом, значит,
мама ему с Украины хотела сама приехать на границу через всю, значит, через весь Советский Союз и прислать какое-то огромнейшее количество черноморской тюльки. И вот он ей подробно написал: мама, не надо, я человек военный, в прошлый раз ты, значит, нас с этой едой своей этой тюлькой, ты нас просто, мы всю роту не знали вообще, как, куда ее девать, вся рота доедала эту тюльку, так и не доела, так поэтому не надо, не надо. Вот, она ему там что-то опять писала: ну давай я тебе там еще что-то пришлю, там какую-то огромную посылку, чуть ли не контейнер, какой-то ерунда. Он говорит: нет, не надо, у нас тут граница, у нас тут рядом вообще Китай, то есть не надо. Ну вот такие вот письма очень интересные, причем хорошо написаны. Так что вообще корреспонденция — это что-то уникальное, бывают действительно очень интересные вещи.